В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Здравствуйте, и в начале главной темы выпуска. В честь павшего смертью храбрых. Дуклах это был замечательным родственником, замечательным сыном, другом. Образовательному учреждению селения Заканюрт присвоили имя Дуклахи Саитова. Его не стало в ходе выполнения задач СВО. О жизненном пути героя. Современное оборудование. С помощью этого аппарата мы сможем диагностировать не только сердечно-сосудистую патологию, но и многие другие клинические проявления. В клинической больнице имени Шахаба Эпендиева появился ангиограф. Его запуск – важное событие в жизни региональной медицины. В чем основная уникальность аппарата, как он поможет в выявлении патологий на ранних стадиях и продлении жизни. После плодотворного рабочего визита в регион посла Ирана в России Казема Джалали проводили в аэропорту Грозного. Помощник главы Чеченской Республики, министра по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев пожелал успехов и выразил уверенность в дальнейшем тесном сотрудничестве. Напомним, его приезд состоялся в рамках 16-й постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Более 200 добровольцев, приехавших со всей России, отправились на территорию проведения специальной военной операции. Очередная группа бойцов встанет на защиту Родины от националистов. В этот раз среди них около 70 человек, которые едут во второй и третий раз. Все они прошли военную подготовку на базе Российского университета спецназа и теперь готовы выполнить любые поставленные задачи руководством страны. Чтобы проводить военнослужащих и выступить с напутственными словами, приехали официальные лица. У нас уже хорошая традиция. Каждое определенное время из аэропорта Грозного отправить наших бойцов, боевых товарищей, ахматовцев в зону проведения СВО на территории Украины и Донбасса. Что я вам хочу сказать? Конечно, среди вас есть опытные бойцы, участники вооруженных конфликтов в разных территориях государств. Я об этом знаю, мне сказали, доложили. Наше дело правое. Самое главное, чтобы вы все знали в душе, были уверены. Ребята, наше дело правое. Мы боремся прежде всего быть людьми, быть мужчинами, чтобы женщина была женщиной, чтобы дети были детьми мужского и женского рода. Самое первое должно быть, это бороться с этой нечистью, с этим фашизмом 21 века. И бороться прежде всего, быть людьми, которые нас создал Всевышний. Также хотел бы поблагодарить Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова, который помогает не только бойцам с оружием в руках, а также мирным жителям, детям Донбасса, жителям Донбасса, всем тем, чем нуждаются люди, которые находятся под бомбежкой. Я также хотел бы поблагодарить Российский университет спецназа, инструкторов спецназа, которые с вами делились с тем, что они умеют, чем они, как говорится, могут похвастаться. Я надеюсь, что вы отточили свое мастерство, а те, кто уже был участником конфликтов всяких, обновил свои знания. Бойцы, удачи вам! Берегите себя, поддерживайте друг друга, выполняйте приказы командиров. Самое главное – это дисциплина. Удачи, ребята! Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Россия! Марш! Ура! 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 Образовательное учреждение в селении Заканюрт будет носить имя Дуклахи Саитова, павшего смертью храбрых. Выполняя задачу командования, старший сержант поехал вместе с медперсоналом за ранеными и на обратном пути был взорван. Указом президента России он награжден орденом мужества посмертно. Амина Тупилагова о жизненном пути героя.
После коня остается седло, после мужчины имя, гласит кавказская пословица, имеющая глубочайший смысл. Все присутствующие собрались, чтобы почтить память мужественного юноши, который погиб, увековечив память о себе в героическом подвиге, который не остался без внимания руководства региона. Имя Дуквахи Саитова присвоено школе номер 2 села Заканюрт, в которой он учился. События посетили почетные гости во главе с председателем правительства региона Муслимом Хучиевым. В Чеченской республике испокон веков чтили память героев, которые, не жалея ни сил, ни здоровья, ни жизни, защищали свою родину, свой народ, свои обычаи и традиции. И, безусловно, Дукваха является одним из этих героев, память о котором будет жить вечно. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации Владимира Путина старший сержант Саитов награжден орденом мужества посмертно. Награду семье передал в рамках мероприятия премьер-министр региона. Глава региона Рамзан Кадыров смерть каждого бойца, участвовавшего в специальной военной операции, воспринимает как личную трагедию, что отражается в его поступках. А для семьи Дуквахи Саитова увековечивание его памяти стало настоящим подарком. بالقوش ليل سوقس ده يسوي سن تعمليت إنشان تكون بق يحكم بق. Добросовестно выполняя свои должностные обязанности, среди сослуживцев и командиров Дукваха снискал уважение и зарекомендовал себя как надежный боевой товарищ. 29 мая 2022 года вместе с медперсоналом он поехал за ранеными и живым уже не вернулся. Ему было всего 24 года, а он своей самоотверженностью сумел стать символом мужества и отваги для жителей села Заканюрт. Бойцы из республики с самого начала специальной военной операции проявляют лучшие качества, присущие настоящим чеченцам. Отныне вторая школа села Заканюрт будет носить имя героя, который пожертвовал жизнью в борьбе за культурные и нравственные ценности своего государства, а его мужество и патриотизм станут примером для подрастающих поколений. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев. Вести. Чеченская республика. В Чеченскую республику прибыл заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. В региональном Минздраве состоялась встреча с делегацией федерального ведомства. В ходе беседы обсудили вопросы организации оказания медицинской помощи. Особое внимание акцентировали на профилактике COVID-19, диспансеризации населения и лекарственном обеспечении медучреждений. Чиновник отметил положительные результаты, достигнутые в сфере здравоохранения, выразил благодарность Рамзану Кадырову за постоянное внимание к вопросам охраны здоровья жителей. Среди основных моментов позитивных, которые я хотел бы отметить: высокий охват вакцинации против коронавирусной инфекции, широкая приверженность вакцинации со стороны пожилых пациентов, благодаря в том числе и разъяснительной работе со стороны органов государственной власти Чеченской Республики. Мы видим стабильную, качественную ситуацию лекарственного обеспечения. В клинической больнице имени Шахаба Апендиева введен в эксплуатацию инновационный ангиографический комплекс. Он необходим для измерения сразу нескольких показателей – электрокардиограммы, давления, насыщения крови кислородом. Вместе с тем выполнять исследования сердца и головного мозга. Луиза Яхьяева разбиралась в методах его работы. Главным показателем развитости любого государства является высокий уровень медицинского обслуживания населения. Это значит, что университеты выпускают высококвалифицированных специалистов, а руководство строит больницы и предоставляет им медикаменты и качественное оборудование. В комплексе это способствует повышению уровня жизни граждан.
Чеченская республика делает большие успехи в сфере здравоохранения. Персонал, который постоянно повышает квалификацию и обменивается опытом с ведущими столичными врачами, новые больницы и самое современное высокотехнологичное оборудование способствуют стремительному развитию медицины в регионе. На этот раз инновационный ангиографический комплекс предоставили региональной клинической больнице имени Шахаба Эпендиева. Большие преимущества этого аппарата в том, что мы, к примеру, можем КТ-исследования и ангиографические исследования проводить в одном месте, то есть не перемещать пациента из одного отделения диагностического в другое, то есть непосредственно здесь у нас в операционной мы сможем провести это исследование. Ангиографический комплекс позволяет исследовать кровеносную систему без хирургического вмешательства и проводить медицинские манипуляции с сосудами сердца, головы, шеи, артериями конечностей. Ангиографический комплекс последнего поколения значительно упрощает работу врачей. С помощью него проводят диагностику и лечение болезней сердечно-сосудистой системы, в том числе эндопротезирование и стентирование сосудов. Подобные аппараты есть далеко не во всех больницах страны. Комплекс немецкого качества приобретен в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Больницы региона оснащаются современным оборудованием для того, чтобы пациентам не приходилось выезжать за пределы республики. Заболевание, выявленное на ранних этапах, легче поддается лечению, поэтому врачи призывают пациентов не затягивать с обследованием при возникновении жалоб на работу сердечно-сосудистой системы. В свою очередь, руководство региона создает все условия, чтобы граждане могли получить качественную медицинскую помощь. Луиза Яхяева, Магомед Тагаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская республика. Ежегодный форум собрал общественных деятелей России. Молодежный интенсив организован для тех, кто принимает участие в деятельности профсоюзов. В рамках мероприятия ждет мастер-класс по планированию своего времени, урок ведения бизнеса и интеллектуальная игра. На форуме присутствовали государственные и общественные деятели. У нас в профсоюзе состоят ребята, которые работают на государственной службе, и вот этим вот мероприятием нашим, которое мы проводим нашим профсоюзам для них, оно помогает им в карьерном росте. То есть они получают дополнительные компетенции к своим, которые у них уже есть, и они могут развиваться уже по карьерной лестнице. Чеченская республика – это величественные горы, живописные виды и кристально чистые реки. Но в первую очередь наш край богат людьми. Гостеприимные и благородные, они не могут не восхитить. Таков и наш герой Лёма Гихаев. 2 года назад он начал самостоятельно строить гостевой дом в высокогорном Ушкалое для путников. Ада Магомедов расскажет об уникальном проекте, архитектурном решении и философии жизни нашего героя. Свежий горный воздух, чистая вода и завораживающие пейзажи. Среди такой красоты живет Лёма Гихаев со своей семьей. Мужчина, как положено горцу, соблюдает чеченские обычаи и традиции, оберегая наследие предков. Его дом был построен еще в 60-х и потерпел сильные повреждения в период военных кампаний. Лёма своими усилиями восстановил его и начал наводить порядок на территории. Рамзан Ажес, телевизор чувал, кайкам барак в 15-10 году. 12, 13, 14, 15 годам. Ишцагуар, шушаметки, кехташ, догараш, шаметик, яраш. Дела, ясак шугли, шукал, телевизор чувал, ойла, ина, сомалиш, с этого дня халав, ина, куз ашу, яметик, ценна, ина, та, ина, нис, ина. Лёма Гихаев, бывший военный, он был активным участником афганской войны, за что получил немало медалей. Мужчина входит в Российский союз ветеранов Афганистана. В сделанном им парке интернационалистов он даже поставил памятник, посвященный всем ее участникам. Помимо этого, тут есть и другие интересные культурные сооружения. К примеру, камень, из которого течет чистая вода Шовда. Самое интересное, что никаких коммуникаций, проведенных к нему, не видно. Республика, их шайши бу, такое дела. Культура есть культура. Что за нация без культуры?
Культура юкер. У них этого нету, у нас это есть. К мужчине часто приходят гости, многие из которых туристы со всей России, даже из-за пределов. Лёма, как настоящий горец, всегда их добродушно принимает и даже строит гостевой дом. Этот гостевой дом строится уже на протяжении 2,5 лет. Его общая площадь составляет 200 квадратных метров. Основа есть тут. 2 этажа, 2 холла и 8 отдельных комнат. Также совсем скоро планируется приступить к наружным и внутренним работам. Все будет сделано в традиционном чеченском национальном стиле. Проведут внутри все необходимые коммуникации, завезут мебель и даже подключат Wi-Fi. Территория вокруг дома также будет благоустроена, а рядом уже растет небольшой красивый сад. Дом принесет большую пользу для путников, которым будет где остановиться. По словам Лёмы, жаловаться ему не на что, ведь жизнь в единении с природой для него самая комфортная. А гостям он всегда рад и готов оказать им самый лучший прием. Адам Магомедов, Магомед Тагаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.